aby nastalo vzkříšení národa, obnova rodiny, musí být hlásáno v plnosti Boží slovo. Чтобы настало воскресение народа и обновление семьи, должно быть в полноте проповедано Божье Слово. Aby bylo navíc hlásáno v moci a síle a mohlo prokvasit národ, musí zde být osobnosti, které slovo žijí, tedy realizují. А чтобы оно могло проповедоваться в силе и мощи и могло стать закваской для народа, здесь должны быть личности, которые этим Божьим Словом живут, то есть реализуют его. Proto musí každý křesťan konat pokání za sebe, za své hříchy i hříchy svých rodičů a prarodičů. Поэтому каждый христианин должен каяться за себя и за грехи своих родителей и прародителей. Duch Boží pak dá sílu k záchraně ruského národa. Тогда Дух Божий даст силу для спасения русского народа. Kdo má konat pokání nejprve? Кто должен покаяться в первую очередь? Nejprve musí konat pokání expatriarcha Kiril tím, že za svou zradu odstoupí z úřadu. Во-первых, должен покаяться экс-патриарх Кирилл, так что за свое предательство уйдет с должности. Pak musí konat pokání biskupové tím, že vyzvou Kirila k odstoupení. Также должны покаяться епископы, призвав Кирилла уйти с должности. Když neodstoupí, musí se od něj oddělit a vybrat takového kandidáta za patriarchu, který má ducha Božího a povede církev k vnitřní obnově. Если он не уйдет, они будут вынуждены от него отделиться и выбрать такого кандидата на патриарха, который имеет Духа Божьего и поведет церковь к внутреннему обновлению. Od biskupa, který zůstane v jednotě s Kirilem, jsou kněží, mniši i věřící povinni se oddělit. От епископа, который останется в единстве с Кириллом, священники, монахи и верующие должны отделиться. Mniši jsou povinni podpořit biskupy ve zbavení Kirila úřadu. Монахи должны поддерживать епископов в лишении Кирилла его церковной должности. Mniši mají pokáním obnovit modlitevní život a stát se duchovním potenciálem obnovy pro ruský národ. Монахи через покаяние должны обновить свою молитвенную жизнь и стать духовным потенциалом обновы для русского народа. Kněži mají na první místo postavit spásu své duše i duše jim svěřených a teprve na druhé místo hmotné problémy. Священники должны на первое место поставить спасение своей души и спасение доверенных им душ, а только на второе место материальные заботы. Proto musí mít podmínky k duchovnímu životu i k vnitřní obnově. Поэтому они должны иметь условия для духовной жизни и внутренней обновы. Ze zkušenosti vyplynul tento model. Из собственного опыта можем предложить им такую модель. 4 až 7 kněží, ať se sejdou v neděli večer na jedno místo a ať tu až do úterka, do oběda zůstanou na společných modlitbách, Božím slově a bratrském společenství. Из собственного опыта можем предложить им такую модель. 4-7 священников пусть соберутся в воскресенье вечером в определенном месте, и пусть до полудня вторника остаются там на совместных молитвах, в Божьем Слове и братской общине. To je model prvních křesťanů. Это модель и первых христиан. V písemné formě tohoto videolistu najdete odkaz na návrh harmonogramu pro společné setkání. В письменной форме этого видеописьма имеется ссылка на программу, предлагаемую для совместных встреч. Tento duchovní základ jim dá sílu, aby obnovili svěcení 7. dne i s věřícími.
Этот духовный фундамент должен дать им силу, чтобы обновить празднование 7-го дня для верующих. Heslo svěcením dne vzkříšení nastane vzkříšení rodiny i národa. Лозунг «Через празднование Дня Воскресения настанет воскресение семьи и народа». Pokud se budou setkávat kněži a modlit se, po určité době mohou zorganizovat i muže. Если священники будут встречаться и молиться, то через некоторое время они могут организовать мужчин. Ti pak mohou rovněž v etapách prožívat den vzkříšení i den Ducha Svatého. А те, в свою очередь, могут потом также поэтапно переживать День Воскресения и День Сошествия Святого Духа. V první etapě je potřeba, aby prožili vnitřní obrácení skrze duchovní obnovu. На первом этапе необходимо, чтобы они пережили внутреннее обращение через духовное обновление. Pak ať kněží i věřící začnou světit den vzkříšení už v sobotu večer po 21. hodině. Тогда пусть священники и верующие начнут праздновать День Воскресения уже в субботу после 9 часов вечера. V monastýrech se modlí z časoslovu, ale v rodině mohou nad tajemstvím Kristova vzkříšení uvažovat na modlitbě a zaspěvu. В монастырях молятся с часослова, а в семьях могут размышлять о таинстве Христова воскресения, молитвах и пении. Vzkříšení se událo právě v noci ze soboty na neděli. Воскресение совершилось в ночь с субботы на воскресенье. Celá noc je svatá. Вся эта ночь святая. V neděli ráno nejlépe sami, muž s ženou a s dětmi, doma od 5 do 7 hodin, ať prožívají modlitební model nedělního rána spojený s pravdami Kristova vzkříšení. В воскресенье утром предпочтительно от 5 до 7, дома наилучше сами, муж с женой и детьми, пусть переживут молитвенную модель воскресного утра, которая сочетается с событиями Христова воскресения. Pak mohou mít půl až hodinovou přestávku a vydat svědectví z duchovní zkušenosti. После молитвы могут сделать на полчаса или час перерыв и поделиться духовным опытом с молитвы. Nejlépe od 8 do 9 hodin, ať prožijí pravdy, které se vztahují k přijetí Ducha Svatého. Лучше всего с 8 до 9 часов утра пусть переживут правды, касающиеся принятия Святого Духа. Co se týče svaté liturgie, ta se vztahuje až na obrácené křesťany, kteří jsou zakořeněni ve svatosti. Относительно святой литургии, то она касается уже обращенных христиан, которые укоренены в святости. Každý by měl po svém obrácení absolvovat nejprve 6 let kajícnosti. Каждый человек после своего обращения сначала должен 6 лет провести в покаянии. V tomto čase by se měl věnovat modlitbě, četbě písma, životu svatých a upevňovat svou víru a lásku ke Kristu ve vnitřní modlitbě. Этот период он должен посвящать время чтению Священного Писания, жития святых и укрепиться в вере и любви к Христу Спасителю через внутреннюю молитву. Pak teprve 7. rok po svém obrácení může mít účast na svatých svátostech. Тогда на 7-й год после своего обращения он может принимать участие в святых таинствах. Dříve v Rusku v každé rodině byl obraz svaté Bohorodičky s božským spasitelem v náručí. Ранее в России в каждой семье была икона Пресвятой Богородицы с Христом Спасителем на руках. Večer se zde celá rodina modlila. Вечером вся семья здесь молилась. Je třeba, aby obrácený křesťan dal Bohu slib na 1 rok, 1 hodinu modlitby. Необходимо, чтобы обращенный христианин дал Богу обещание на 1 год, что будет ежедневно молиться 1 час. V modlitbě třeba si uvědomit, že Bůh tě vidí, pak je třeba dát Bohu své konkrétní hříchy a pak i své konkrétní problémy. В молитве нужно осознать, что Бог тебя видит, а тогда нужно отдать Богу свои конкретные грехи, а затем свои конкретные проблемы.
V neděli odpoledne ať se muži v malých skupinách modlí 1 hodinu. В воскресенье после обеда пусть мужчины в небольших группах молятся еще 1 час. Pak ať společně hovoří o osobních problémech a předávají si zkušenosti. Затем пусть совместно говорят о личных проблемах и делятся своим опытом. Tím se učí, jak být hlavou rodiny, jak být ochranou pro ženu a příkladem pro své děti. Так они учатся быть главой своей семьи, защитой для жены и примером для своих детей. Je potřebné, aby se také ženy mohly v neděli setkávat v některém domě a rovněž se modlili a řešili své problémy. Необходимо, чтобы и женщины могли в воскресенье встречаться у кого-то дома, также молиться и решать свои проблемы. I pro děti by měl být zajištěn program. Также можно обеспечить программу и для детей. Z čeho konat pokání? С каких грехов нужно каяться? Je třeba konat pokání především z hříchu proti prvnímu přikázání desatera. В первую очередь нужно каяться с грехов против первой Божьей заповеди. Jde hlavně o falešnou víru, různé pověry. Речь идет преимущественно о фальшивой вере, различных суевериях. Kontakt s věštkyněmi, senzibily nebo lidovými léčiteli. Контакт с гадалками, с экстрасенсами или народными целителями. Víra v horoskopy. О вере в гороскопы, Různé praktiky spojené s pověrou, magií a věštěním. о различных практиках, связанных с суевериями, магией и гаданием. Rovněž zde patří četba ezoterické literatury, různých falešných filozofií a falešných mystických a heretických knih. Кроме того, сюда относится чтение эзотерической литературы, различных ложных философий и ложных мистических и еретических книг, Buddhistické, hinduistické literatury буддистской и индуистской литературы, i různých knih falešných mesiášů. различных книг от лже-мессий. Je třeba se odřeknout ateismu, který je dodnes žákům vnucován výukou takzvaného darwinismu. Необходимо отречься атеизма, то есть безбожия, которое до сих пор ученикам навязывается при преподавании так называемого дарвинизма. Od toho všeho je třeba se oddělit, vyznat to jako hřích a pak i denně určitou dobu v rámci pokání dělat poklony, aspoň 40 na den a přitom opakovat: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. От всего этого необходимо отделиться, признать, что это грех, а потом ежедневно, некоторое время в качестве покаяния бить поклоны, по крайней мере 40 в день, повторяя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Druhé přikázání desatera zakazuje zneužívat svaté jméno Boží. Вторая Божья заповедь запрещает злоупотреблять святое имя Божье. Bohu máme za všechno děkovat. Мы должны за все Бога благодарить. Je potřebné vzývat jméno Ježíš 7krát za den v kratinkých zastaveních. Нужно призывать имя Иисуса 7 раз в день в коротких молитвенных остановках. Při vstávání v 9, 12, 15, 18, 21 i před spaním. При вставании в 9, 12, 15, 18 и 21:00 и перед сном. Kdo bude vzývat jméno Boží, bude spasen. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Římanům 10. Римлян 10 глава. Třetí přikázání desatera nás nabádá k svěcení Dne Páně. Третья Божья заповедь нас побуждает к празднованию Дня Господнего. V neděli věnujme čas modlitbě, Božímu slovu, duchovnímu rozhovoru s věřícími. В воскресенье при праздновании Дня Господнего нужно посвятить время молитве, Божьему Слову и духовным разговорам с верующими. Je třeba nabrat sílu do duchovního boje na další týden. Нужно начерпать сил для духовного боя на следующую неделю. Čtvrté přikázání se týká úcty k rodičům.
Четвертая Божья заповедь касается уважения к родителям. Je třeba je ctít a pokud chyběli, odpouštět jim. Нужно их уважать, и если они ошибались, простить им. Na stáří je třeba jim prokazovat péči. На старость нужно заботиться о них. Vrchol zločinu je spolupracovat na vraždě rodičů skrze eutanázii, jak to vidíme na západě. Вершиной преступления является сотрудничество в убийстве родителей посредством эвтаназии, как мы это видим сегодня на Западе. Páté přikázání se vztahuje i na aborty, protože jde o zabití nenarozených dětí. Пятая Божья заповедь касается и абортов, потому что это убийство нерожденных детей. Je třeba za tento hřích konat pokání. Необходимо за этот грех каяться. Rovněž z alkoholu a narkomanie je třeba se kát. Также и за алкоголизм и наркоманию нужно каяться. Nejlépe je dát Bohu slib úplné abstinence od alkoholu a narkomanie. Лучше всего дать Богу обещание полного воздержания от алкоголя и наркотиков. 6. a 9. přikázání. Desatera se vztahuje už na úsilí o čistotu myšlení, představivosti i pocitů. 6 и 9 Божьи заповеди касаются стараний о чистоте, начиная уже с мыслей, воображения и чувств. Je nutné zničit jakoukoliv pornografii a nedopustit sexuální antivýchovu ve školách. Нужно уничтожить любую порнографию, не допустить сексуального антивоспитания в школах. Zachování předmanželské čistoty je zároveň přípravou na zodpovědné manželství a rodičovství. Соблюдение добрачной невинности одновременно является подготовкой к ответственному супружеству и родительству. Manželé jsou zavázáni dodržovat slib věrnosti. Супруги обязаны сохранять обет верности. Každý křesťan se musí kategoricky distancovat od všech zvráceností v sexuální oblasti, které dnes přicházejí z prohnilého a degradovaného západu. Каждый христианин должен категорически дистанцироваться от всех извращений в сексуальной области, которые сегодня приходят с прогнившего, деградированного Запада. Jen čistý člověk je silný. Только нравственно чистый человек является духовно сильным. 7. a 10. přikázání buduje smysl pro spravedlnost. 7 и 10 Божьи заповеди создают чувство справедливости. Je třeba šetřit majetek druhého, nedopouštět se podvodu ani krádeže majetku. Нужно беречь собственность ближнего, не допускать мошенничества или кражи имущества. 8. přikázání je dnes aktuální ve všech sférách. 8 Божья заповедь сегодня актуальна во всех сферах. Dokonce v právnictví se používá podvod pozitivních pojmů k zničení pravdy a poškození nevinných lidí. Даже в юриспруденции через положительные термины совершается обман с целью разрушения правды и нанесения ущерба невинным людям. Křesťan by se neměl v žádném případě zapojovat do podvodných systémů, v níž skrze lživou přísahu dochází k morální i fyzickému ničení druhém. Христианин ни в коем случае не должен участвовать в этих мошеннических системах, в которых через лжесвидетельство морально и физически губят других. Pravdivý křesťan si potřebuje přiznávat svůj hřích a přijat Božího Syna Ježíše Krista za svého osobního spasitele a pána. Истинный христианин должен признать свой грех и принять Сына Божьего Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Místo darwinismu je třeba ukázat na inteligentní design. Вместо дарвинизма нужно указывать на учение о разумном замысле. Ne nějaká slepá evoluce, ale nejvýš moudrý Bůh je tvůrcem vesmíru. Не какая-то слепая эволюция, но Всевышний, премудрый Бог есть Творцом Вселенной.
Systém školství by měl předávat informace o moudrých zákonitostech v oblasti biologie, zoologie, antropologie, genetiky, astronomie, chemie a fyziky. Система образования должна передавать информацию о мудрых закономерностях в области биологии, зоологии, антропологии, генетики, астрономии, химии, физики. Výuka musí vzbuzovat velký údiv nad moudrým a všemohoucím Bohem, který stojí za dílem stvoření. Лекции должны возбуждать великий восторг мудрым и всемогущим Богом, который совершил дело творения. Otázka mezilidských vztahů, otázka zla, lži ve světě i v člověku a boje proti ním vyžaduje respektování morálních hodnot a Božího zákona, což je pravým hrdinstvím. Вопрос межличностных отношений, вопрос зла и лжи в мире и в человеке, и борьба с ними требует респекта к нравственным ценностям и Божьему закону, а это настоящее геройство. Největším přikázáním je milovat Boha a bližního. Наибольшая заповедь – это любовь к Богу и к ближнему. Láska je spojená s obětováním sebe samého a zároveň je postavena na pravdě. Любовь связана с самопожертвованием и одновременно базируется на истине. Obnova duchovního života v Rusku musí být dnes spojena s manifestacemi, tedy s bojem za záchranu dětí a národa. Обновление духовной жизни в России сегодня должно быть связано с манифестациями, то есть с борьбой за спасение детей и народа. Pravdivý křesťan má být učedníkem Krista. Истинный христианин должен быть учеником Христа. O něm platí, spolu s Kristem jsem ukřižován, nežijíš já, ale žije ve mně Kristus. О нем сказано: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Galatianům 2. Галатов 2 глава. Kež bude Kristus skrze spravedlivé zákony žít v celém ruském národě. Пусть Христос через справедливые законы живет во всем русском народе. Christos voskres, voistinu voskres. Христос воскрес, воистину воскрес.